Старший брат Дмитрий вспоминает, как однажды его еще маленького мальчугана разбудили и срочно, ни с того ни с сего, как он считал, послали за родной сестрой матери, живущей в нескольких десятках километров от их стойбища. Он во весь дух помчался на олене Учахи, и когда вернулся с тетей, свалился от усталости и заснул. Проснулся от необычной в палатке жары. Бока железной печурки были красны, как алое сукно. А мама держала на руках малыша и, посмеиваясь от радости, объяснила ему: «Вот, под обрывом речки мы нашли мальчика, твоего братца, и зовут его Андреем». Так началась жизнь будущего писателя на этом белом свете. А кругом было белым-бело, суровая северная зима вступала в свои права. Андрей Васильевич Кривошапкин родился в местности Себянкюль Саккырышского района. И ничего для него не было дороже родной матери и родного края. Всей душой тянусь я к тебе, только ты меня помни и жди. Снова брошу я вызов судьбе и примчусь сквозь дела и дожди. Это здесь, среди горных стихий, среди озер и утесов твоих, жить мои остаются стихи средь сородичей мудрых моих. Знай, что вечно в моей ты груди, о, Себян, ненаглядный ты мой, и с обидой мне вслед не гляди, когда разлучаюсь я с тобой. Есть древние и справедливые правила: выбирайте лучших, умейте найти и разглядеть лучших, кому можно доверить свою судьбу. Умейте поддержать их, чтобы ваши интересы, интересы республики и всего государства не оказались в случайных или того хуже, нечистоплотных руках. Андрей Васильевич Кривошапкин подтвердил свою репутацию честного человека, народного заступника еще в пору своего депутатства в Верховном Совете РСФСР. Жизнь в целом-то у наших народов Севера, складывалась трудно, очень трудно, социально-экономическое, культурное развитие, языки очень быстрыми темпами стали забываться. И надо было как-то помочь своим народам. Вот это стремление, прежде всего, помочь простым людям, народам Севера, быть полезным своей республике, заставило меня заниматься политикой. Все мои мысли, помыслы, планы полностью направлены на защиту прав, интересов моих коренных, малочисленных народов Севера, жителей Арктического полуострова, всего Севера, всей Арктики, короче говоря, вот так. Судьбу Верховного Совета мы знаем, но ведь те, кто тогда не сдался и показал себя гражданином и патриотом, сохраняют и несут в себе особое чувство справедливости. Никто не может быть равнодушным ко всему этому, что произошло 4 октября 1993 года в Москве и в Белом доме. И ничем не смыть это позорное пятно со страниц многовековой истории России. Любой человек, читая дневниковые записи Андрея Васильевича, датированные 2, 4 и 5 октября 1993 года, изложенные в стиле предсмертного завещания и письма жене и родным, написанные им в горящем, обстреливаемом Белом доме, не может не содрогаться до глубины души и восхищаться мужественным, героическим поступком сына эвенского народа. Горит в огне предсмертный чей-то крик, и в этот страшный час в моей судьбе, а может и в последний в жизни миг, я обращаюсь мысленно к тебе. Неужто та связующая нить, что нас держала рядом без труда, уж не в силах нас соединить и может разорваться навсегда?
Неужто та тропа, которой шли, в которую поверил я давно, вдруг оборвется на краю земли, где пропасти, зияющее дно? Снаряды рвутся, и пылает дом, но, милая, душа моя чиста, и не жалею я сейчас о том, что не ушел с последнего поста. Я сохраню навек любовь твою, а ты себя побольше сбереги и никогда не верь тому вранью, что для народа были мы враги. Прощай, моя жена, моя любовь, прошу, запомни только навсегда, что не на нас людская ляжет кровь, которую не смоют и года. Тогда, когда, допустим, по парламенту Российской Федерации стреляли из танковых орудий, со всех видов стрелкового оружия, я сидел в зале заседаний Совета национальностей и думал прежде всего о родном крае, о родной природе, гору особенно так вспоминается так. Ну, естественно, я вспоминал про свое детство. Может быть, это от предчувствия, возможно, близкой смерти, возможно, да, может быть так. Вспоминал про детство, про мать и про своих родных, так, о жене, о детях, о друзьях, вот, обо всем этом. Ну, в общем-то, и, естественно, думал о своей республике. Все-таки далека она, но все-таки есть где-то родина, там есть мои люди, мои друзья, мои земляки, мои сородичи. Вот это передавало. Об этом я думал в основном. С 1989 года Андрей Васильевич Кривошапкин является бессменным президентом авторитетной общественной организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Она представляет собой одну из самых крупных и влиятельных общественно-политических организаций республики. Мы должны и обязаны работать ради своих людей, своих сородичей, своих народов. Свои цели, задачи четко знаем и идем по этим путям, дорогам для того, чтобы наши народы чувствовали себя равноправными членами нашего общества. По всей стране течет огонь людей, героев Норда, и силу предков нам несет. Коряки, Комин, Ганасаны, якуты, чукчи и долганы, эскимосы и эвены, юкагиры и тельмены, ханты, манси и венки, алиуты, нивхиненцы. Крещение севера приняв, вы рождены среди огня и льда, великой Арктики народ, краса России и почет. Земной шар до удивления мал и беззащитен. Мир сейчас с особой остротой нуждается в точке опоры и благодатном пристанище. В мировом глобальном пространстве такой точкой опоры, несомненно, является только наша мирная Арктика. Это единственная Арктика, призванная в недалеком будущем и в отдаленной перспективе стать ареной мира, подлинной стабильности и кузницей благополучной жизни для всех. Поддерживаемая президентом, правительством и парламентом Республики Саха-Якутия, Ассоциация коренных малочисленных народов Якутии ведет многоплановую и целенаправленную работу по решению социально-экономического и духовно-культурного возрождения северных этносов.
В этом плане хотелось бы особо отметить то, что ассоциация с самого начала образования определила в качестве главного ориентира своей деятельности задачу возврата исконных земель предков родовым общинам, их объединениям и другим хозяйственным структурам малочисленных народов Севера. Мы имеем все основания для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, рука об руку, плечом к плечу, коренные малочисленные народы Севера, вместе с братским народом Саха и другими народами нашей республики будем уверенно идти по трудным, но таким желанным, притягательным путям, дорогам жизни. Так что у нас много еще впереди. Андрей Васильевич, несмотря на неимоверную перегруженность, сумел найти время для проведения научного исследования насущных проблем коренных малочисленных народов Севера, стал первым из авенов дипломированным ученым социологии, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Вообще у народов Севера менталитет такой, что они не привыкли совершенно испокон веков, издревле. Начиная с наших далеких предков, у них не было такой алчности, что ли, жадности, все под себя подгребят, так? Они привыкли вот природу брать столько, сколько им нужно, вот на короткое время, потому что они вели кочевой образ жизни. Слишком много добьешь, доучит, скажем, а потом надо перевозить и туда, это опять труд посчитали. Короче говоря, природа служила для них как своеобразная кладовая. Они приезжают, перекочуют на новое место, и там тоже берут немножко свое. И вот так из года в год, из века в век так жили. Так. У них поэтому этот менталитет такого бережного отношения, экономного отношения прям крепко сидит в нас. Основные работы Андрея Васильевича Кривошапкина аккумулируют практическое изучение жизни народов с положениями его научных изысканий, таких как социально-экономическое и духовное развитие коренных народов Севера Республики Саха-Якутия на современном этапе, о роли и месте коренных малочисленных народов Севера в жизни республики, место и роль коренных малочисленных народов Севера в северо-восточном векторе развития России, государственная поддержка, надежная гарантия развития языков народов Севера и законодательство по коренным малочисленным народам Севера Республики Саха-Якутия и других. Андрей Васильевич также автор многих учебных пособий для авенских школ, учебников, изданных на русском и авенском языках. Часть их создана в соавторстве с женой Розалией Серафимовной, кандидатом педагогических наук, работы которой переиздаются в соседних областях. Этому делу народный писатель придает исключительное значение. Доктаман ёбками, калда бачата киригала ёбками. Тарабакача мен диякан. Рак тикра беремаду би аги бихин тарасан быйыл бу эргар турутта. Тажын дема кусечин. Аман тай кайли бер тан хардан жаддам. Ахон беремо тикар тур биннак такушен инахара. Тан Rektor du gulus na istalakan taja mandu cimenj. Ben gummi jugulin obedi toren bidan goni kan. Yana tor ok tabi kan nastarap tukui tikaran istalakan obedi toren mul ay makan taruk kalta. Obedi torari obedi ikari obedi dugri boy hoyo badan goni kan. Arabi bini ya doktor jan guf kan ya tarak jugudun gurgab sheddam erak jugudun tak sheddam awadi toren ini bihikan mod bahal gun minti eregar injin tore bar amgajib
мод хитилчип, беримчип. Неоценима роль Кривошапкина в области развития учреждений образования на Севере, в их создании и сохранении в местах компактного проживания малочисленных народов Севера. Все годы он, как лидер народов Севера, постоянно ставит вопросы издания литературы и учебников на их языках. Я идукта урга арак моторент. Торанти амгабаддан, берибаддан, ракилга. Мот я буду не ханагра кергет кой не кан кой же делга маддахот биа. Он бихичин гургавчиддап мандуттап мод обеди торанти идан индан гоникан обеди торари обеди дукчамати бой хоялбадан хоябидан гоникан таранgat ho urga ganeddan ho urgan ya murga otarap mot biremadut hebeske biremadu obedi toraman takkachen kanyele bihin yan accha bihin gounar han tarak bakchen kanyele tachule shepse bi tarak biremat accha boy biharam obedi tatkachen obedi tupkuchen ay bihin teme bi mentore mushamgora sebendu nachana class tupkuchen kan bakit nar ubudit tekan mud hukutite parlo lamos kabi hukushim gabi niki para panas kemi chena bihin mud hukushim gat gari libanos kemi chena hukushim gat bihin ot anna panas chena kemi chena hukushim gat bihin tarbasam bay hukutitan gari tarkamu shebni kan nya bihin dan ho ayo ansal kan erbchen ushebni kan biuritan iraktar yala boy ho talabgam anyapcha to kalne tashin bihin tashin ubudut hani kan ihurit tarbene kan yakadit harama to kan yakadit chimmettam yakadit karram tarnyon daran man balda dang toranji toraram dukkararam yarbi bianga yobutara kemi tikra baskoladu Тигр басколары. Басколары мукала омонин неделе омон жорнен року бур. Он тар конга татчкачен аудиториум. Аудиториум ит харбиникен. Эрак олак бакчен. Кеме басколаны кой не кантагаттан тагачан абал. Даран dia kagul gawan nada. Pakol tati boy ku kuro hogo go ni kan odi takach kami. Tarbasa ubiti sari boy du takatan dan himbi baskresnas kolakchi. Tar tammi mangam bag me tammi takach takam. Вот таркам ташин туэрамул эргурга бинидукун комнапай. Как публицист и журналист Андрей Васильевич хваткий, оперативный, обладает острым видением, умеет принципиально и метко расставлять акценты. Писательский талант делает его статьи, заметки, репортажи образными, убедительными, с меткими сравнениями и глубоким анализом. Упускается драгоценное время для всего Севера. При таком равнодушном подходе, конечно же, невозможно решить ни одной проблемы из области экономики, культуры и социальной сферы народов Севера.
Вот почему они продолжают влачить жалкое существование на грани нищеты. Что же можно сделать для выхода из создавшегося положения? Российский оргкомитет должен вплотную заниматься чисто практическими вопросами экономики и культуры коренных народов Российской Федерации. Основной критерий деятельности любой организации, занимающейся северными проблемами, это в первую очередь защита интересов коренных народов, работа во имя их блага. Необходима конкретная адресная помощь и поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Пишет в своей статье Андрей Васильевич Кривошапкин. Кем андогалда был, тойран тижигудун, вон ми тижигудун, амталти, антилти, агналти жигудун, бакачанжил, амбайгашин. Аникакан гагематта, аникакан гагематта, аникакан хабуйамдар, бихул бихам, тарак ихнахар, таракулок, таракканжили аникан гоматта. Окта бихкан юлахки, гаринтан койтникан, иракта байла гомантан маддай, таракта тарутникан, бими мад абухал, байбежип, эгилкан гуннин бежип, гомандукал. Эвенский дух высок, как облака, неколебим и крепок, как алмаз. И если мы здоровье наших душ передадим потомству, то тогда в чреве мироздания мой народ рождаться будет вечно, чтобы жить.